Мое почтение, близнецы, приветствую вас на Таро прогноз гороскоп на август месяц 2020 года для вас. И все как по прежней схеме. Сначала посмотрим понедельно весь месяц, потом такие сферы, как работа, финансы, отношения, эмоциональное состояние, совет от карт. Итак, мы приступаем. Пока я перетасовываю карту, хочу поблагодарить всех за подписки, за тех, кто смотрит мои прогнозы. Тех, кто еще не подписан, не терять времени и подписаться на канал. Вот. Оттуда вы будете получать рекомендации, просмотреть новый гороскоп и не пропустить его. Или что-нибудь еще. Еще будет очень интересный расклад, который я буду делать на ситуации, на отношения. Смотрите, пожалуйста. А сейчас мы начинаем. Итак. Близнецы, август 2020, первая неделя. На первой неделе вам очень захочется подумать о своем благополучии, о себе самой. Вероятно, потратили много сил на то, чтобы позаботиться о ком-то другом, где-то вкладывались во что-то другое, может быть, в своих близких, может быть, в своих друзей, может быть, в своих детей. И сейчас очень захочется подумать о себе в августе месяце. И карты вам рекомендуют это сделать, немножечко расслабиться, почувствовать себя великолепной, найти себя, отдохнуть, просто остановиться и успокоиться. Вторая неделя. Вторая неделя, видите, тоже, вот это советуют карты сделать все-таки то, о чем мы говорили на первой неделе, потому что на второй опять вы будете связаны какими-то семейными обязательствами. Все, что связано с вашей семьей. Неважно, чего это касается. Семьи, мамы вашей, я не знаю, там, каких-то родственников. Но это близкий круг, близкая семья. И больше вы будете заняты опять вот этими делами. Делами семейными. Либо сами себе не дадите быть эгоисткой, а займетесь, будете думать, что все, я тут одна за всех, и только на мне все лежит, и только мне справляться, и семья прежде всего. Ну, расслабьтесь, отдохните, говорят вам карты. Посмотрите, что будет на третьей неделе, как будет развиваться событие дальше. Дальше вы опять, знаете, вот, близнецы, ничего с этим не поделаете. Один висит в поисках себя, что же нужно мне, а как же я. То есть это будет такое, знаете, переменчивое настроение. Это не то, чтобы кто-то из вас так, кто-то из вас так. Нет, я думаю, что это для всех близнецов. Это переменчивое настроение. То вы король, который решает все и который возлагает на свои плечи заботу обо всем мире, то есть обо всем окружающем вас мире, о ваших близких, о ваших родственниках, о вашей семье, то вы находитесь в каком-то состоянии такого, знаете, поиска себя. А что же я хочу? А что же мне нужно? А вообще никто обо мне не подумает. Вы знаете, вот такие вот качельки. Это будет третья неделя. Посмотрим. Последняя неделя августа месяца. Будут взрывы ваши личные, какие-то эмоциональные всплески. Будете уходить в работу, заниматься, может быть, кто-то учебой. Кому-то действительно придется заниматься учебой, может быть, и не своей, а своих детей. И на этом будет все основано. То есть подготовка, может быть, к школам, институтам, неважно. И вот это вот, знаете, как будет... Хотя вы и готовы, да, вы знаете, что в конце месяца вы должны будете это делать. Либо сейчас вы можете это уже начать делать. Кто-то из вас оставит все это на последний момент. И вот там, знаете, в попыхах все рушится, все из рук валится. Не то, что там что-то у вас там разрушится в жизни, а вот это все суета, сует. И здесь успеть надо, и это успеть надо, и то сделать надо. В общем, такая, в кавычках, предпразднично-учебная подготовка. Сейчас мы будем уже смотреть непосредственно на сферы жизни конкретные. И первая сфера у нас, пока я складываю карты, будет работа. Что нас ожидает в этом? Первая карта в этой позиции для людей, которые находятся в поиске работы. Что у них? Вторая карта для людей, которые находятся на постоянной работе, у которых есть работа. И третья карта – неожиданности, связанные с трудовой деятельностью, работой, бизнесом и прочее. Для тех, кто в поиске, кто находится на постоянной работе, превосходная карта. И неожиданности.
идти. Значит так, смотрите, сначала для тех, кто находится в поиске. Несколько вариантов. Либо вы будете искать работу, которую вы имели раньше, то есть, знаете, что-то новое вы не захотите делать, с чем-то новым не захотите сталкиваться. Вот вы приходите на собеседование и смотрите, ага, вот этот директор так со мной разговаривал, а вот прошлый вот так со мной разговаривал, и мне нравилось, как было там, а здесь мне не нравится стол, а здесь мне не нравятся стены, и вообще люди какие-то странные. Вас больше будет тянуть на то, чтобы искать работу, очень похожую на вашу прошлую. Но здесь неожиданность говорят вам о том, что зацикливаться на этом не стоит. Если вы хотите обрести работу, то извольте следовать тем правилам, куда вы приходите. И вам это принесет в будущем очень неплохие перспективы. Для людей, которые находятся, имеют работу. Значит, тут вы будете себя чувствовать королевой. Притом вам будет все равно, да, могут поменяться какие-то правила, но будет все, правила будут справедливыми. В общем и целом, вас это особо не затронет, или правила, которые поменяются, наоборот, будут подходить вам больше и больше вас устроят, чем прежние. Поэтому здесь все в порядке, здесь все спокойно, и в трудовой рабочей атмосфере все будет хорошо. Вы будете себя чувствовать превосходно. Финансы. Либо материальные какие-то блага, да. Первая карта отвечает у нас за те финансы, которые есть у вас 100%. То есть то, на что вы можете рассчитывать, то, что имеется и так далее и тому подобное. Вторая карта у нас будет отвечать за финансы, которые могут поступить к вам извне. И неожиданности, связанные с финансами. Ну, превосходные карты у вас, несмотря на то, что только один старший аркан, но аркан очень хороший. Значит, деньги, которые вы зарабатываете постоянно, будете получать также. То есть то, что вы заработали, вы получите 100%. Ни за что бороться вам не надо. Доказывать какие-то свои права на финансы или заработную плату вам не придется. Деньги извне. Есть у вас какие-то мечты, либо надежды, либо что-то, что вам обещали, то есть какие-то дополнительные деньги, которые вам обещали, вы можете получить. И эта неожиданность вас очень сильно порадует, вы себя почувствуете победителем, даже так могу сказать, потому что, может быть, вы как-то не очень, эти мечты были далеко, вы не знали, будут они реализованы или нет, поступят эти финансы извне или не поступят. Может быть, как-то, знаете, были какие-то сомнения в этом отношении. То есть могли, допустим, пообещать и потом отказать, или как-то вот так, да. Но вы выйдете из этой ситуации победителем. Неожиданностью станет то, что все получится. Как ни странно, это для вас будет неожиданностью. В общем, так что вот так. Ваши деньги есть. Финансы извне очень большой шанс получить. И чувствовать себя финансово защищенным в августе месяце у вас превосходные шансы. И, скорее всего, так и будет. Смотрим следующую позицию. Отношения. Первая карта для тех, кто находится в поиске отношений. Вторая для тех, кто находится в постоянных отношениях. Ну и неожиданности, касающиеся отношений. Для тех, кто находится в поиске, в постоянных отношениях и неожиданности. А вот тут, знаете, могу сказать так. Для тех, кто находится в поисках, тут такое дело. Либо вы не готовы и совсем не верите в то, что это может произойти. Либо эта сфера вас не волнует в этом месяце. В августе, в принципе, не стоит на повестке дня. И где-то там у вас иногда, если вспоминают какие-то моменты о том, что ой, как плохо, может быть, сегодня вот очень хочется любви, да, хочется отношений. Завтра вы об этом забыли, переключили свое внимание на что-то другое, на что вас беспокоит больше. Поэтому тут такое дело, либо вы не хотите отношений, либо вы хотите, не знаете, хотите или нет. Либо, в принципе, август месяц не для того, чтобы строить отношения. Хотя в неожиданность ложится встреча с человеком, который вам напомнит вашу семью. Тут самое главное, как вы к этому отнесетесь. Это будет встреча, допустим, приятная, на что-то серьезное. Готовы ли вы? Я не вижу, что вам самим это нужно. Людей, которые находятся в постоянных отношениях, здесь откроются какие-то тайны, касающиеся вашей семьи. Ваших личных отношений и вашей семьи.
Могу вам сказать, что тайны эти совсем неплохие, они будут очень радостные. Может быть, какой-то сюрприз от вашего близкого человека, от вашего партнера. Но вы себя будете чувствовать вполне уверенной, я вам могу сказать. Хотя что-то до какого-то момента не будет открыто перед вами в этих отношениях. Вот, в общем, это так, в двух словах. Ну и теперь смотрим. Эмоциональная составляющая, то есть эмоции ваши и совет от карт Таро. Ваши эмоции, знаете, будут иногда бить очень ключом. Ну, так я и вижу по картам, да, что вы себя и чувствуете будет хорошо, а вы в какой-то момент начнете просто, это называется, капризничать. Я все там делаю, ля-ля-ля. Но ваше эмоциональное состояние, это будет битва. Вот битва, все, вы несетесь, у вас есть какая-то цель, вы к ней несетесь, сломя голову. Вы отступать в августе месяце от этой цели просто не намерены. Но здесь карты вас предупреждают. Не ввяжитесь во что-нибудь. Не надо совсем так сильно связывать себя чем-то и отказываться от себя самой или от себя самого. Вы рискуете попасть в какую-то зависимость. Если кто-то из вас вдруг планирует брать кредиты, хотя я по картам не вижу этого, вот стоит от этого воздержаться, во всяком случае, в августе месяце. В общем, карты предупреждают, избегайте какой-то привязки, избегайте каких-то оков, каких-то обязательств. Но не касается отношений, ни в коем случае. Отношения – это хорошая штука, но если эти отношения вы должны быть жертвой, то лучше не стоит. Еще карты советуют тем, кто имеет какие-то зависимости, типа алкоголь или что-то такое, вот, или игромания. Нужно обратить на это внимание и понять, что вас немножко затягивает глубоко, отказаться от этого. Это говорят карты. Благодарю вас всех за просмотры, за комментарии, за любую активность. Да, и есть такое предложение, что если я не затрагиваю какие-то сферы жизни, которые вам хотелось бы посмотреть, оставьте комментарии. В следующем месяце обязательно обращу на это внимание. Еще раз вам спасибо. Всего хорошего. До встречи.